Продолжаем работать над системными проектами. На этой неделе прошло сразу несколько мероприятий. Первое – пообщались с китайскими инвесторами. Мы со своей стороны обозначили, что мы готовы следовать прежним договоренностям и посылам со стороны руководства страны. Но при этом очень важно учитывать интересы граждан, которые проживают на территории Чувашской республики. И поэтому договорились о том, что мы совместно поработаем над тем, чтобы обозначить четкие планы реализации проекта, с тем, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства, с другой стороны, с учетом мнения населения Чувашской республики. В пятницу прошел Высший экономический совет. Обсудили предварительную программу пятилетнего комплексного плана развития Чувашской республики. Нам очень важно выработать те меры, реализуя которые мы преодолеем не только тот спад, который произошел в республике за десятилетия, но и обеспечим прерывное развитие экономики и тем самым получим новые возможности для реализации социальных задач. Предложения и меры, которые нужны нам для этой программы, мы ждем от всех жителей Чувашии, от ученых и от предприятий. Мы учтем все предложения и в июне уже представим окончательную разработанную программу. Также держим под контролем ситуацию с коронавирусом. На этой неделе лично проверил выполнение санитарно-эпидемиологических требований крупными промышленными предприятиями. Всех нарушителей будем наказывать жестко. К сожалению, одно из крупных предприятий приостановило действия за такого рода нарушения. Не забываем, конечно же, и о памятных датах. Буквально через несколько минут начнется круглый стол, посвященный Дню чувашского языка. Ученые и просветители предложат свои предложения по сохранению и развитию национальной культуры, по формам обучения чувашского языка, исходя из требований современности. По итогам планирую дать четкие и внятные поручения по разработке соответствующей республиканской программы по развитию чувашского языка. Считаю это приоритетной личной задачей.